Китайская кухня существует более 3000 лет. Кулинария считалась в Китае искусством. К приготовлению пищи всегда относились очень серьезно. В традиционных требованиях к поварам есть пункты о том, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной и даже лечебной. Отсюда такое распространение в китайской кухне пряных трав, которые часто обладают лечебными свойствами. Отличительная особенность китайской кухни – сбалансированность продуктов, овощей, специй, приправ. Поэтому блюда имеют неповторимый аромат, вкус и цвет. Китайцы едят медленно, понемногу, наслаждаясь вкусом. Быстрое поедание говорит о неуважении к хозяину и к самой еде. В Китае не существует понятия «перекусить». Считается, что пища людям послана небом, поэтому каждая трапеза – это событие. На столе должно быть равновесие в блюдах, но с преобладанием жидких и мягких сред, которые считаются наиболее полезными. На больших праздничных обедах подается до 40 блюд. Нихао, дорогие друзья! Да-да, вы не ослышались, потому что сегодня у нас китайская кухня. Мы решили добавить небольшой азиатской остринки в наш кулинарный блог. И рядом со мной Петр Ван, чайный мастер и преподаватель боевых искусств, который поделится с нами сегодня секретами китайской кухни. Петр, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить традиционную китайскую лапшу вместе со свининой. Я думаю, что начнем именно с нарезки мяса. Давайте расскажем, что нам понадобится для этого. Что у нас на столе присутствует? Свинина, болгарский перец, острый перец, морковка, дайкон, лук, имбирь, чеснок. Делать мы будем именно пшеничную лапшу удон. Также есть здесь специи бадьян и кинза. Да, ну и традиционный для китайской кухни соевый соус и кунжутное масло. Как вы видите, у нас сегодня нетрадиционный набор продуктов, так что внимательно следите за руками и ничего не пропустите. А начинаем мы с чего? С готовки мяска. Каким образом нарезается мясо? Мяско нарезается просто полосочками, желательно тоненькими. Тоненькими слайсами нарезается. Ну, вот такие примерно, наверное, 7-8 миллиметров. Скажем так, она похожа на наш русский бифстроганов по нарезке. В Китае на самом деле очень любят свинину, и в основном все блюда, они построены именно на этом мясе. Да, кстати, хочу сказать, что китайская кухня, она действительно такая пряная. И там есть, скажем так, все вкусы, которые можно только себе представить, да? Когда я скучаю по отцовской родине, я всегда прибегаю именно к специи бадьян, потому что на моей кухне очень сильный и специфический запах был именно за счет этой специи. Отец сегодняшнего нашего главного героя действительно самый что ни на есть настоящий китаец. Он родился в Китае, в провинции Хэбэй, в городе Чжаоджу, который находится в 400 километров от китайской столицы Пекина. Как же он оказался в нашей заснеженной Удмуртии? Папа познакомился с мамой во время учебы. Он обучался в Москве на менеджера-переводчика. А, собственно, мама оказалась у нас отсюда, из Глазова. Прекрасно. То есть такой интернациональный брак. Прекрасно. Так, а мы приступили к нарезке овощей. Ну, я смотрю, морковку мы, в общем, незатейливо режем кружочками. То есть не обязательно ее мелко натирать или как-то нарезать. Да, я еще ее потом немножко полосочками нарежу. Ну, мяско, я думаю, мы так нарезали, наверное, грамм 400, мне так кажется. Морковку мы режем действительно очень ювелирно, очень тоненько. Как и с чайной церемонией, здесь очень важно, я считаю, внимание, собранность и наша душа. Ну, мне кажется, вам этого не занимать. Если вы занимаетесь боевыми искусствами, то там, наверное, вот это вот умение концентрироваться и никуда не торопиться, да? Никуда не торопиться, быть сосредоточенным, спокойным. Это один из основных принципов успеха в боевых искусствах. И вообще, я считаю, по жизни даже. Один секрет нам уже раскрыли. Морковь надо нарезать спокойно, сосредоточенно, никуда не торопясь, медитируя и думая о чем-нибудь прекрасном. Дайкон. Не совсем привычная, скажем так, для нас овощ, потому что, ну, по сути, это тоже редька, да? То есть дайкон мы точно нарезаем точно так же, как морковка, да? Да, тоже соломкой маленькой. Вот. Прекрасно мы нарезаем перчик, а перчиком мы прямо нарезаем вот такими вот колечками, которые у нас такой имеет вид звездочек. Ингредиенты у нас должны быть нарезаны примерно одинаково, да? Такая у нас получается симпатичная, уже аппетитная овощная доска.
А вообще китайская кухня, вот в чем ее главное отличие? В яркости, в специфической китайской эстетике. Здесь много красного, здесь много острого. Всегда это бывает очень так с размахом, особенно если это подача в ресторане. Если это даже вот повседневная, как у нас сегодня лапша, здесь также будет много красок, будет много вкуса. Я думаю, что в этом особенность, опять же, китайской кухни. Нарезаем лук. Ну, мужчины не плачут, а я, пожалуй, сделаю шаг из кадра. Здесь мастер боевых искусств. Ну что вы, какой лук может его вывести из равновесия? Я использую специальную энергию ЦИ для того, чтобы избежать слез. Сейчас можно налить уже масло в сковородочку. Используем специально кунжутовое, которое очень любит моя бабушка. Да, оно такое ароматное и, хочу сказать, немножечко даже, может быть, чуть-чуть горчит. Мяско мы что, немножечко посолили, да? Теперь мы Совсем делаем чуть-чуть. массаж нашему мяску. Здесь все готово. Сейчас мы подождем, пока масло прогреется равномерно, и отправим уже мясо. А пока я нарежу еще немножко острого перца. Но на самом деле я вот люблю очень острое. Это хорошо бодрит, хорошо включает в работу. Петр, я знаю, что у вас есть второе имя. Как оно звучит? Жишан. Жишан. И с китайского оно переводится как «восход солнца». А вы были в Китае? Я был в Китае последний раз в 2018 году. То есть до закрытия границы мы стабильно раз в год выезжали к родственникам. Сейчас уже масло начинает закипать. Я думаю, что это самое время отправить мясо на жарку. Да-да-да. Тихонечко я распределю все по сковородке. И буду использовать палочки для перемешивания. Мясо, я думаю, что мы будем около 10 минут жарить. То есть вместе с овощами около 10 минут. То есть полный цикл у нас займет 10 минут. По словам Петра, китайцы очень радушная и гостеприимная нация, которая всегда рада новым знакомствам и общению. При этом китайцы ведут себя достаточно закрыто и зачастую общаются в основном только с близкими родственниками. Я очень был удивлен, когда на этапе моей юности многие ребята обнимались друг с другом во время приветствия, и для меня это было достаточно дико. Я считаю, что вот русские люди, они очень открытые и душевные, и я не скажу, что китайцы закрытые или грубые, нечувствительные, но однако вот свои чувства они по-другому проявляют. Сейчас еще немножко поджарим, и тогда уже можно будет отправлять все остальные овощи. Пока наше мяско доходит на сковородке, мы немножечко нарежем имбиря. Ну, это вот буквально, наверное, кусочек 1 сантиметр, не больше. И также у нас есть чеснок. 2-3 зубчика. Вот так вот можно, наверное, будет положить, да? И сейчас мы будем приступать ко второй части марлезонского балета. Мы будем тушить мясо с овощами. Кстати, хочу сказать, что я бывала в ресторанах китайской кухни, и китайцы никогда не жарят и не тушат овощи до состояния полной размазни. Да, овощи всегда имеют все-таки читаемую структуру, скажем так. Здесь нет идеи тушить это несколько часов. Вот я думаю, что с овощами хватит минут 5-7. Мясо почти готово, и я сейчас отправлю туда пару звездочек бадьяна. Такие вот интересные цветочки. Для тех, кто не знает, что такое бадьян, это вот такая вот специя. Она очень ароматная, очень пряная. Добавлять эту приправу нужно все-таки умеренно, да? Умеренно, да, конечно. Да, очень сильная приправа. Да, она очень ароматная, обладает очень таким характерным запахом и вкусом. Отправляем овощи на нашу сковороду. Ну все, сейчас мясо и наши подготовленные нарезанные овощи должны, что называется, подружиться в этой большой сковородке. Примерно 5-7 минут, как сказал уже Петр, мы будем тушить мясо вместе с овощами. И сейчас на половине готовности необходимо добавить еще соевого соуса. Ну конечно, куда же мы без соевого соуса-то в китайской кухне? И добавляем по вкусу. Петр, ну как там поживает наше мясо с овощами? Вот все, как раз сейчас оно полностью готово. Все чудесно. И теперь нам остается сварить
лапшу удон. У нас практически готов кипяток, и мы закладываем традиционную китайскую лапшу, которая называется удон. Да. Так, вода закипела, и теперь можно туда уже отправить нашу лапшу. Теперь ждем 5 минут до Засекаем готовности. время. Сейчас у нас предпоследний этап. Мы отрубаем черенки кинзы и нарубаем ее небольшими вот такими вот листиками. Режем листья кинзы, которые станут у нас прекрасным завершающим ярким аккордом в нашем китайском блюде. Сейчас необходимо лапшу, сваренную, уже готовую, переместить к нашему основному блюду вместе с мясом и овощами. Теперь это все нужно перемешать. И вот на этом этапе также снова можно добавить немного соли и соевого соуса. Все мы это должны снова прогреть на огне. И, в общем, мы вернули нашу сковороду на плитку. И совсем немножко уже осталось до готовности нашего блюда. В целом блюдо, его готовка занимает около 15-20 минут. Петр, и поскольку мы находимся в чайной лавке, я, конечно, должна, просто обязана спросить про настоящий китайский чай и про настоящую китайскую чайную церемонию. Вообще китайцы пьют чай после еды или до еды? Это очень хороший вопрос. На самом деле можно и до, и после. Самое главное — сохранять хороший выдержанный промежуток между принятием пищи и принятием чая. До еды чай, если мы употребляем, он способствует похудению. То есть он усиливает аппетит, способствует выработке желудочного сока. Но при этом необходимо, чтобы не смешивать еду с чаем, выдержать от 20 до 30 минут. А после принятия еды питье чая, оно способствует, наоборот, повышению веса, то есть наборе массы. И также лучше всего подождать немножко времени от 10 до 20 минуток. Так, девушки, те, кто хочет похудеть, вы все слышали, все поняли. Пьем чай и только через полчаса едим. И вообще никогда не пьем чай после еды. Вот сама чайная церемония, сколько она занимает времени? Я всегда выделяю примерно час-полтора на вот эту процедуру, то есть не меньше, не меньше. И чаще всего эту процедуру я провожу перед работой. С утра, после сна, я обычно завариваю себе чай. Но не просто завариваю, положив его в чайник, а именно провожу чайную церемонию сам для себя. В это время я могу думать о том, какой у меня будет план, что мне нужно успеть, как настроиться на продуктивный день. И вот этот час – это один из самых лучших, я считаю, моментов в дне в целом. Церемонии в китайской заваривании чая, используются ли какие-то дополнительные специи, кроме чая? Нет, только чай. И на самом деле, если вы видите купаж чая, значит, либо чай, который неправильно собрали, неправильно проферментировали, или уже заведомо дешевый чай. Хороший китайский чай, он всегда будет чистым, без купажа. Это чтобы замаскировать недостатки дополнительными какими-то вкусами. Это, конечно, моя любимая фраза, но я все-таки ее скажу. Посмотрите, какая у нас получилась красота, какое у нас яркое, красивое и очень ароматное блюдо. Будем пробовать? Да, конечно. Да, есть мы сегодня будем при помощи китайских палочек. Да. Петр, все-таки расскажите, пожалуйста, как правильно держать палочки в руках? Первую палочку необходимо поместить на безымянный пальчик, а вторую палочку зацепить между указательным, средним и большим пальчиком. При этом, когда нам необходимо зацепить еду, мы двигаем второй палочкой, сводим вместе их и цепляем. Получается цапелька такая. У нас все удалось, у нас все прекрасно. Сейчас я еще попробую кусочек мяска для полного, что называется, удовольствия, для полного сатори. Хорошо, да? Блаженство. Здесь работают прям все ингредиенты. Я как будто бы попал к себе домой в Китае. Немножко такое чувствуется здесь, конечно, и жгучий перчик, но он очень умеренно. Конечно, делает погоду кунжутное масло. Очень чувствуется, да. Да, оно здесь очень чувствуется. Имбирь, эти ноты здесь тоже присутствуют. Бомба, здорово. Петр, я не могу не сказать, не поблагодарить вас за этот чудесный рецепт. Конечно, я хочу подарить вам
нашу фирменную кружку проекта. Пусть она стоит в вашей прекрасной, замечательной чайной лавочке. Напоминает вам о том, что мы были у вас в гостях. И благодарим вас за рецепт. Спасибо огромное. Я очень был рад нашей встрече. Я надеюсь, что вам очень понравилось, вы заценили. И не только мой рецепт, но и в целом китайскую кухню. Здорово. А давайте еще слово «спасибо» скажем по-китайски для наших зрителей. Xie-xie-a. А можно мне повторить? Ща-ща-а? Xie-xie-a, да. Вот так вот. До новых встреч! Команда проекта «Удмуртия со вкусом» снова исследует и открывает новые страницы кулинарного мастерства Удмуртии. Национальные кухни народов, проживающих в нашей республике, настолько многогранны, что впереди нас ждет еще много вкусных и новых открытий.